Питание – это одна из основ человеческого здоровья. Это уникальный фактор среды, который необходим человеческому организму. Одна из новых профессий на сегодняшний день – это профессия молекулярного диетолога. Так кто же такой молекулярный диетолог? Это специалист по питанию, который может составить рацион за счет молекулярного разбора продуктов, готового блюда, сопоставляя их свойства с требованиями нашего организма. К сожалению, в нашем городе эта профессия развита не в достаточной мере, но один из колледжей, который работает в данном направлении, это Карагандинский колледж питания и сервиса. Мы хотим представить вашему вниманию одно из блюд молекулярной кухни – жульен. Тематика сегодняшнего блюда – жульен. Почему мы взяли жульен? Вообще, начнем с того, что такое жульен. Жульен – это горячая закуска из французской кухни. Ну и мы решили попробовать его в молекулярной кухне. Итак, начнем. Я начинаю с того, что готовлю грибную пудру. Чтобы ее приготовить, надо очистить грибы, нарезать их слайсами и отправить в духовой шкаф при температуре 50 градусов до высыхания. Потом, когда они высохнут, их надо будет перетереть в пудру. Как правило, жульен запекается в кокотницах. Но, так как у нас сегодня тема молекулярная кухня, мы будем без кокотницы делать. Сейчас мы будем готовить для этого тесто. Ну что ж, котлетка и грибы уже в духовом шкафу, в то время как куриная грудка у нас отваривается. А на данный момент мы приступим к приготовлению соуса бешамель. Как только лук обжаривается до золотистого колера, вводим в него сливки. Как только мы ввели в него сливки, оставляем его на некоторое время до загустевания консистенции соуса. В данный момент у нас уже отварилась куриная грудка. Сейчас нам надо ее нарезать на маленькие кусочки и ввести в наш бешамель. Как правило, жульен запекается вместе с сыром, но в нашем рецепте мы будем делать из сыра сырную паутину. Один из способов молекулярной кухни – это желирование, которое мы сегодня используем. В готовый соус бешамель вводятся предварительно набухшие желатин. Как только наши грибные слайсы подсохли в духовом шкафу, мы их перетираем в пудру. Итак, наступил завершающий момент нашего видеорецепта. Мы приступаем к сбору нашего жульена. Итак, наш жульен готов.